Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. До 5 сентября парламент Абхазии ушел в отпуск, приняв ряд решений на завершающем заседании сессии. Пресс-служба президента сообщает, завершаются ремонтные работы в актовом зале администрации Гулрычского района. Впервые под сводами Новоафонской пещеры прозвучал орган в рамках арт-фестиваля «Абхазия Total Soul». Парламент Абхазии ушел в отпуск, но перед этим был принят ряд решений. Депутаты установили размер пенсии для парламентариев первого созыва, утвердили градостроительный кодекс, избавили предпринимателей от двойного налогообложения, а также ряд других законов. Подробности у Марианы Котовой. Началась сессия парламента с благодарности спикера своим коллегам. Лаша Ашуба отметил, что именно депутаты не допустили политического кризиса в стране, умело сдерживая ситуацию в прошедшие 2 недели. Вы знаете, прошлая неделя, 2 прошедшие недели ознаменовались определенными политическими, внутриполитическими событиями. Хотел бы выразить благодарность прежде всего депутатам парламента за трезвую позицию и за то, что дали возможность избежать политический кризис. А затем парламентарии приступили к работе над текущими вопросами. Единогласно поддержали идею зафиксировать пенсию для депутатов первого созыва, так называемого «золотого парламента», в размере зарплаты действующего депутата. Это около 25 тысяч рублей. Бывшие депутаты других созывов получают 75% от зарплаты действующих депутатов. Сегодня как у нас пенсии получается? 75% от действующей зарплаты, скажем так, получают пенсионеры, которые находились в статусе депутата 5 лет. Вот. Сегодня так. Мы решили выделить именно депутатов первого созыва, чтобы отметить их особенную роль в становлении нашего государства. То есть для них это будет 100%, то есть действующая зарплата депутата Народного собрания, это будет являться пенсией для депутата первого созыва. Хочу сразу сказать, что недавно только скончался один из депутатов первого созыва, как я помню, да. То есть этих людей на самом деле немного, и сейчас несложным путем математического подсчета я хочу сказать, что бюджету это, наверное, не обернется в крупную сумму денег. Насколько я понимаю, это около 1 000 000 рублей в год. Приняли в 3-м окончательном чтении проект градостроительного и строительного кодекса. Документ определяет правовые основы, принципы градостроительной и строительной деятельности, полномочия органов власти, а также права и обязанности физических и юридических лиц. Депутат Резу Зантария напомнил, что процесс принятия кодекса длится с 2017 года. Количество поправок, которое внесено за весь период времени, практически около 70 поправок. В 70 статей внесены поправки, небольшие изменения, где были существенные. Но все поправки проводились в согласовании с Союзом архитекторов, управлением по строительству ЖКХ, архитектура города Сухум и так далее. А также проводились комитетские слушания и все дискуссии необходимы для принятия данного законопроекта. Считаю, что данный законопроект необходим сегодня отрасли. Этот законопроект относится к отраслевым законам, где на фоне того, что сегодня, как нам известно, и мы знаем, что идет активное строительство всех зданий, сооружений, где необходимо регулирование всех правоотношений и самого строительства тоже. В разработке кодекса участвовали специалисты. По словам Эсфирь Майтоп, заместителя начальника госуправления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительный кодекс Абхазии постарались сформировать так, чтобы он регламентировал максимальное число вопросов в сфере градостроительства. Но без принятия дополнительных актов все же не обойтись. И, как говорит Майтоп, каким бы выверенным ни был кодекс, для его эффективной реализации нужны люди, а их не хватает. За эти 4 года мы, конечно, получили много предложений, скажем, которые мы все рассмотрели. У нас первоначально этот кодекс был 94 статьи, сейчас 111 статей. Мы расширили его, но он немножко перспективный. Здесь есть такие места, которые обязывают хорошо поработать кабинету министров, чтобы сопроводительные документы разработать.
нашему управлению, госуправлению по строительству и ЖКХ. Но, к сожалению, в нашей маленькой Абхазии очень не хватает кадров. Это наша беда. И, к сожалению, молодые люди, которые заканчивают даже по лимитам в России институты, за редким исключением возвращаются. Поэтому у нас нехватка кадров. Если мы это примем за основу, потом будет возможность разрабатывать, вносить изменения, все это. Здесь оговорено очень многое. То, что не оговорено в кодексах больших государств. Работать с ним можно, но, конечно, надо будет его как-то расширять. Какие-то постановления Кабинета министров, расшифровывать статьи, вводить какие-то ограничения или что-то такое. А так, конечно, по тому, что мы работаем вообще без градостроительного кодекса, где даже понятий очень многих строительных никто не знает, а здесь все расшифровано, это, конечно, большой плюс. По словам депутата Резу Зантария, в скором времени в Абхазии появится нужда в Министерстве строительства и ЖКХ, так как объем работы в этой сфере существенно вырастет. Во всех практически странах существует Министерство строительства и ЖКХ, которое является основным нормативным издателем нормативно-правовых документов, что будет дополнять данные законопроекты. В нашем случае, наверное, будем ставить и говорить о том, что когда мы подойдем к закону о ЖКХ, кодексе ЖКХ, тогда будем ставить вопрос о возможном создании такого министерства, которое будет регулировать все нормативно-правовые акты к закону, который мы будем писать. В настоящее время идет обсуждение этого закона, номинирование данного вообще министерства для того, чтобы его создали и номинировать его обязанностями, которые он должен выпускать. Потому что наше строительство и ЖКХ нуждаются в серьезных реформах, в серьезных дополнениях и в серьезных объемах работ, которые их в будущем ждет. Парламент ратифицировал соглашение между правительством Абхазии и России об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, которое было подписано 7 мая 2024 года в Сухуме. Соглашение подготовлено в рамках гармонизации законодательств и развития общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией. Как говорят власти обеих стран, соглашение будет способствовать продвижению экономического, гуманитарного и инфраструктурного сотрудничества между государствами. Соглашение применяется к налогам на доходы, взимаемые Республикой Абхазия и Российской Федерацией в соответствии с законодательством каждого государства, независимо от способа их взимания. Соглашение устанавливает механизм устранения двойного налогообложения, закрепляя право на взимание налога лишь за одним из договаривающихся государств, либо сохраняя такое право за обоими государствами, но при этом ограничивается максимальная ставка налога, которая может быть утверждена в стране выплаты дохода. При этом соглашение устанавливается право уплатить налог однократно в отношении всех отдельных категорий своих доходов в одном из государств. Все это в целом приведет к уменьшению двоичного налогообложения и предотвращению уклонения от уплаты налогов. По словам министра финансов Владимира Делба, ликвидация двойного налогообложения поможет вывести бизнес из серой зоны и благоприятно скажется на инвестиционном климате Абхазии. Дело в том, что на сегодняшний день, к примеру, доходы, полученные на территории нашей страны иностранными юридическими лицами, либо физическим лицом, облагаются соответственно соответствующими прямыми налогами как на территории Абхазии и одновременно облагаются на территории другого государства, ну, в данном случае Российской Федерации. Поэтому это 100% двойное налогообложение, и для урегулирования был подписан документ, и сегодня он находится на ратификации. Аналогичные документы проходят и процедуры в Государственной Думе, тоже там ратифицируется соглашение в Государственной Думе Российской Федерации. Поэтому полагаю, что не только импульс придаст обелению, как мы часто говорим, доходов, полученных
на территории Республики Абхазия и в Российской Федерации, именно в частности тех доходов, которые облагаются с абхазской стороны подоходный налог, налог на прибыль, с российской стороны налог на прибыль, налог на доходы с физических лиц. Будем понимать, что эта прозрачность еще больше привлечет справедливых инвестиций и даст возможность развивать нашу экономику. Также депутаты ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между Абхазией и Россией о режиме торговли товарами. Документ призван отменить ввозную пошлину на определенную категорию товаров. Какие именно это будут товары, депутаты не уточнили. Но что-то для предпринимателей теперь будет обходиться дешевле. На текущий момент граждане Республики Абхазия при импорте из Российской Федерации определенных товаров выплачивают дополнительную пошлину. На текущий момент она составляет 4,5% и варьируется в соответствии с механизмом, который установлен правительством Российской Федерации. И в отдельные промежутки времени эта пошлина достигала и 7% от таможенной стоимости товаров. Подписание этого соглашения, его ратификация и проведение дальнейших процедур позволит участникам внешнеэкономической деятельности Абхазии сократить сумму расходов при приобретении этих товаров. Также депутаты парламента приняли во втором чтении законопроект об основах социального обслуживания. Законопроект устанавливает правовые основы системы социального обслуживания граждан страны. Он направлен на обеспечение и защиту прав граждан на социальное обслуживание, на повышение его качества, доступности, безопасности и эффективности. Здесь четко выделены основные понятия и принципы социального обслуживания. Определены критерии, для кого социальное обслуживание является бесплатным, для кого оно платным. Определены и очень важный показатель среднего дохода, душевого дохода, по которому гражданин может иметь, либо не может иметь бесплатного социального обслуживания. Это компетенция Кабинета министров. Выверены организации, порядок, значит, работы этой системы, реестр организаций, осуществляющих социальное обслуживание. Ну, на мой взгляд, он настолько разжеван, что я вот при всем желании хотел где-нибудь что-нибудь вставить, у меня ничего не получилось. Расписаны разные виды социальных услуг, социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические и так далее, и так далее, и так далее. И самое главное, вот трактовка закона не дает никаких возможностей по принципу ПСОЛа кого-то туда добавлять. Депутаты приняли еще несколько решений по различным вопросам, а затем в торжественной обстановке объявили о начале парламентских каникул. Марианна Котова, Сасрек Вагухава, Торник Амичба, Абаза ТВ. На заседании Народного собрания почетной грамотой парламента за активную долголетнюю работу в СМИ, профессиональные достижения в отечественной журналистике и плодотворное сотрудничество с парламентом наградили заслуженного журналиста Республики Абхазия Заира Цвижба. Народное собрание парламента Республики Абхазия постановляет за активную долголетнюю работу в средствах массовой информации, профессиональные достижения в отечественной журналистике и плодотворное сотрудничество с Народным собранием парламентом Республики Абхазия наградить почетной грамотой Народного собрания парламента Республики Абхазия Цвижба Заиру Ясоновну. Поздравляем вас и спасибо за ваш труд. Союз журналистов Абхазии поздравляет с юбилеем секретаря Творческого союза заслуженного журналиста республики Заиру Ясоновну Цвижба. Заира Цвижба – выпускница факультета журналистики Казанского государственного университета, более 50 лет работает в печати. Союз журналистов желает Заире Цвижба крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, осуществления новых творческих замыслов.
Чрезвычайное происшествие в Волгоградской области. Из-за ДТП сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда «Казань-Адлер». Часть из них опрокинулась. Чрезвычайное происшествие произошло в 12:35 по Москве на перегоне Гремячая-Котельниково. Водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с поездом. Сообщает ТАСС со ссылкой на РЖД. В составе следовали 812 пассажиров. Последствия аварии ликвидируют 324 человека и 109 единиц техники. Готовятся к вылету 2 вертолета Ми-8 МЧС. Движение поездов на участке приостановлено. По данным РЖД, пострадало до 140 человек. 2 россиян погибли в аварии, произошедшей в районе села Цандрыпш днем 27 июля, сообщает МВД Абхазии. Гражданин республики Аслан Джопо не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с Маздой. По результатам медосвидетельствования установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель Мазды Александр Пасюков и пассажирка Юлия Пасюкова скончались. Еще 2 несовершеннолетних пассажиров получили травмы и были доставлены в Гагрскую ЦРБ. Состояние одной из девочек, пострадавших в ДТП в Гагре 27 июля, крайне тяжелое, рассказала спутник главврач Гагрской райбольницы Индира Арсалия. По ее словам, ребенок находится на искусственной вентиляции легких, давление поддерживается препаратами. Состояние второй пострадавшей расценивается как стабильно тяжелое. Дети поступили в медучреждение с множественными травмами, уточнила Арсалия. Медики делают все необходимое для их лечения. За рулем только трезвый. МВД продолжает специальные рейдовые мероприятия. Кроме того, госавтоинспекция проводит рейд по выявлению нетрезвых водителей рейсового транспорта. Смотрите материал пресс-служб ведомства. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского свидетельствования на предмет опьянения. Абгадж Нури Арикович, 1983 года рождения, житель города Сухум, отказался от медицинского свидетельствования на предмет потребления наркотических средств. Горонян Артур Андреевич, 1984 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Кокоскерия Мираби Васильевич, 1978 года рождения, житель Гагрского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Ариндба Вианор Михайлович, 1973 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Тополян Махран Харенович, 1982 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Бганба Геннадий Аркадьевич, 1983 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Мартиросян Артем Завенович, 1995 года рождения, житель Глырыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хагуш Роман Масикович, 1968 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Батлук Павел Сергеевич, 1998 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Махария Ратмир Михайлович, 1979 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Милитян Эдгар Рафикович, 2000 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Мусатова Екатерина Сергеевна, 1995 года рождения, жительница Кемеровской области, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Иналы Палаш Анзорович, 1994 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ашупа Иракли Заурович, 1995 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского свидетельствования на предмет опьянения. Меритарчанц Георгий Владимирович, 1985 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Барцицин Алахрович, 1999 года рождения, житель Гагрского района, управлял автомобилем в
наркотическом опьянении. Гамге Эрик Гивиевич, 1994 года рождения, житель города Сухум, отказался от медицинского свидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Гулария Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на употребление нарковеществ. Мамацев Алик Валерьевич, 1982 года рождения, житель Гудаутского района, отказался от медосвидетельствования на употребление нарковеществ. Сеченава Коба Гуладиевич, 1977 года рождения, житель Галского района, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Иванова Екатерина Александровна, 1979 года рождения, жительница Орловской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Акопья Роман Романович, 1975 года рождения, житель Корчалского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Жиба Эмик Виссарионович, 1985 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Аршба Анрик Гарьевич, 1995 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Алботов Станислав Вячеславович, 1974 года рождения, житель Курской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Габля Инал Павлович, 1990 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гогохи Заури Гугунович, 1953 года рождения, житель Галского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Посохов Илья Андреевич, 1991 года рождения, житель Брянской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Калиниченко Тимур Владимирович, 2000 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Цулая Гоча Мамович, 1974 года рождения, житель города Ткорчал, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с победой на выборах. В поздравлении, в частности, говорится: «Желаю вам здоровья, стойкости и новых достижений в ответственной работе, как во внутренней политике, так и на международной арене. Желаю народу Венесуэлы благополучия, мира и процветания». Люди и даты. Общественно-политический деятель Абхазии и России Тарас Шамба родился в Сухуме 29 июля 1938 года. Он был народным депутатом СССР с 1989 по 1991 годы. Внес большой вклад в становление Всемирного конгресса народа Абаза, сыгравшего ключевую роль в национально-освободительной борьбе абхазского народа. Тараса Шамба не стало в 2020 году. В нашем эфире после выпуска новостей смотрите фильм «Тарас Шамба. Народный президент». Делегация соотечественников из стран зарубежья прибыла в Абхазию в рамках ежегодного проекта летнего лагеря «Ахыштрых», организатором которого является Госкомитет по репатриации. 27 июля в Абхазию прибыла делегация наших соотечественников из Турции, Иордании, Ливана, а также Северного Кавказа. В числе делегации очень много детей и молодежи абхазо-абазинского происхождения. Главной целью проекта является сближение и сплочение абхазов, проживающих в разных уголках мира. В ходе пребывания на исторической родине наши соотечественники будут наглядно ознакомлены с историей, бытом и культурой абхазов. Общее число прибывших соотечественников составляет 98 человек. Завершаются ремонтные работы в актовом зале администрации Гулрыбского района. Заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Тимур Начкеби о том, как проходят ремонтные работы. Приступили к ремонтным работам, уже почти идут к завершению. Он был в недостаточно хорошем состоянии, требовалось обновление. Паркет был уже, выходил из строя, он как бы где-то шаршель поел чуть там. И надо было обновлять, и пришли к такому выводу, что надо полностью отремонтировать зал, как мы сделали, малоактовый зал. Это делался зал для того, чтобы здесь проводить встречи с общественностью и внутри коллектива, когда у нас большие конференции. Мы начали где-то 3 недели назад работу, мы заменили здесь полностью электрику,
выпрямили стены, уже они окрашены, осталось сделать натяжной потолок с люстрами и положить паркет. И занести стулья, почистить их, привести в порядок и разложить на места, все как было. Этот ремонт был выполнен за счет бюджета администрации Кулидрипского района, за наш счет. Мы закончим к сроку. Важна помощь каждого. Открыт сбор средств на лечение Фридона Авицба. Семья Таисии Алана Авицба живет в Гудауте и воспитывает 5 детей, 2 девочек и 3 мальчиков. 5 июня 2024 года в семью пришло горе. У старшей дочери 11-летней Фридоны обнаружили острый лимфобластный лейкоз. На лечение девочки нужно собрать $300 тысяч, более 25 миллионов рублей. В стоимость лечения входят курсы химиотерапии и трансплантации костного мозга. Фридона окончила учебу в детской студии Русдрамы, сыграла главную роль в выпускном спектакле, и самой заветной ее мечтой является стать актрисой. Сбор средств открыт благотворительным фондом Машана. О способах оказания помощи можно узнать на официальном сайте фонда или в телеграм-канале фонда Ашана. Все вырученные средства от просмотра спектакля «Евгений Онегин» 31 июля будут направлены на лечение Фридона Авицба. Об этом в своем телеграм-канале сообщил гендиректор Русдрамы Ираклий Хиндба. В рамках арт-фестиваля «Абхазия Total Soul» в Новоафонской пещере прошла серия концертов. Впервые под сводами пещеры прозвучала инструментальная музыка. 27 июля органист Лука Гадели и оперная певица Кристина Эшба исполнили самые известные и любимые композиции из классики, современной музыки и народные мотивы. Наши корреспонденты побывали на концерте. Репортаж Марианы Котовой. В условиях идеальной тишины под сводами пещеры, напоминающими купол, впервые прозвучал орган. Но Кристина Эшба здесь уже пела, еще в юности, когда только училась музыке. Для меня это место очень родное, в том числе как место для выступления, потому что моя покойная тетушка очень много лет проработала здесь экскурсоводом. И когда я была маленькая, я делала с ней по много рейсов в день, когда она брала меня с собой на работу. И когда я там лет в 13-14 начала пробно заниматься вокалом, будучи ученицей музыкальной школы по классу фортепиано, начала пробовать петь, а она меня брала сюда с собой и говорила: ну попробуй, здесь и публика есть. Группа остановится, и я скажу, что сейчас будет небольшой музыкальный фрагмент. Капелла часто выступала в этом зале, но под аккомпанемент органа никогда. Хотя, когда слышишь, как его мелодия разливается по стенам пещеры, кажется, что сам камень издает эти звуки. Этот инструмент создан специально, чтобы работать в холодных и сырых помещениях. Его привезли специально из Ростова. По словам Луки Гадели, акустика пещеры идеальна для этого органа. Инструмент я знаю, неоднократно на нем играл. Когда я слушаю себя именно в записи, я понимаю весь объем звучания. Когда я сижу здесь, исполняю, я до конца не могу это прочувствовать. Я также просил Кристину, свою супругу, немного помузицировать, отходил в сторону. И там, конечно, в зрительном зале на отдалении, особенно чем выше, тем лучше, а звук разлетается совершенно феноменально. И вообще, в принципе, такой антураж совершенно потрясающий. Идея привести в пещеру по узким и скользким тропам орган и организовать концерт ночью в разгар экскурсионного сезона возникла в голове у неутомимой соосновательницы вендагентства ГУМА Хиблы Возба. У меня есть там список каких-то таких мероприятий, которые вот у меня в голове, которые я обязательно хочу осуществить в течение своей жизни. И вот организация органного концерта именно с Лукой Гадели много лет была вот в этом списке. Я вас не обману, если скажу, что в прошлом году мы планировали с ним провести концерт на электронном органе на платформе ГУМА. Ну, у нас не сложились графики, и как бы не совсем получилось это реализовать. И вот именно сейчас, вот в рамках арт-фестиваля «Абхазия Total Soul», где мы познакомились буквально там пару месяцев назад с моей коллегой и соавтором этого проекта Дарьей Бигбаевой. Это продюсер культурных событий в разных странах мира, которая приехала сюда
по моему приглашению, влюбилась в нашу страну и уже с точки зрения организатора этих мероприятий посмотрела не как обычный турист, а именно как организатор мероприятий. И, конечно же, она только подтвердила мои давние мысли о том, что наша страна является великолепной площадкой для проведения культурных мероприятий мирового масштаба. Как рассказывает компаньон Хиблы Виктория Бебия, было много трудностей на всех стадиях организации концерта, но в итоге получилось мероприятие, востребованность которого оправдалась более чем на 100%. Государственные учреждения, предприятия, они стали идти навстречу современным методам, современным тенденциям. Получается, что когда-то раньше в стенах пещеры работала и пела акапелла. И сейчас они с таким энтузиазмом восприняли возможность выступления органа. Они пошли нам навстречу, дали возможность после работы пещеры оставить пещеру открытой и это провести. Очень было приятно, что имел такой мультипликационный эффект, и задолго до того, как сам был проведен концерт, были раскуплены все билеты. Когда мы сейчас сюда поднимались, стояло большое количество отдыхающих, которые просили перекупить билеты дороже. Но лишних билетов не оказалось. Заняты были даже стоячие места. Около 300 человек собрались в зале Новоафонской пещеры, недоступном для обычных экскурсантов, чтобы погрузиться в мир музыки, которая сквозь время и пространство соединяет нас с нашей историей и природой. Марьяна Котова, Сосрыкова, Инала Гухава, Тимур Гугохия, Абаза ТВ. Видеоверсию концерта органиста Луки Гадели и оперной певицы Кристины Эшба в Новоафонской пещере смотрите в нашем эфире во вторник, 30 июля. Международный музыкальный фестиваль 2024 проходит с 29 июля по 3 августа в Государственном концертном зале Пицунского храма. Художественный руководитель и генеральный директор фестиваля, выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского Барас Куджба. В этом году в фестивале примут участие артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России, США и Турции. В фестивале также будет участвовать государственная хоровая капелла Абхазии под руководством народного артиста Абхазии Надара Чанба. Известняковую колонну с надписью на древнегреческом языке обнаружили археологи в Очимчире. Об этом «Спутник» рассказал директор Абхазского госмузея, руководитель экспедиции Аркадий Джопо. Я и мои коллеги пришли к выводу, что датируется она около VI века нашей эры. Подробнее пока ничего сказать не можем. После полевого сезона мы приступим к ее изучению, отметил он. По словам Джопо, подобные находки уникальны и обнаруживаются крайне редко. Абхазские и российские археологи проводят раскопки на территории античного города Гюэнос в Очимчире уже 5 лет. На учебно-опытной базе «Холодная речка» проходит практика студентов АГУ. Как сообщает отдел информации и медиакоммуникации университета, студенты 2-х и 3-х курсов и магистры выполняют научно-исследовательские работы, включающие комплексные геоботанические исследования фитоценозов с составлением анализа флоры. Нужно отметить, что собранный полевой материал будет передан в гербарий АГУ, а полученные данные будут использованы при написании курсовых и магистерских работ. Эксперт проектного офиса ФАО ООН провел серию образовательных занятий для школьников и участников эко-клубов Сухумского дома юношества в летнем лагере в Аватхаре. Они включали в себя интерактивные лекции, практические занятия, квест. Мероприятия охватили 2 потока и проводились в период с 19 по 27 июля. Общее количество участников составило 70 человек. Целью мероприятия было просвещение школьников о проблематике инвазивных видов на экосистему Абхазии, важности устойчивого развития сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Лагерь с экологическим направлением организован для детей и подростков 13-16 лет из 18 школ Абхазии, начиная от Галы и заканчивая Цандрипшем. Все дети являются участниками проекта Сухумского дома юношества «Молодежное участие и развитие», который поддерживается ЮНИСЕФ. Премьера 31 июля в 19:00 на сцене Абхазской государственной филармонии будет представлен мультфильм «Кот в сапогах» на абхазском языке, дублированный киностудией Вячеслава Блоди «Абхазфильм». Премьера осуществлена при поддержке Государственного комитета по языковой политике «Вход свободный». В завершении выпуска прогноз погоды.
Во вторник, 30 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и днем преимущественно без осадков. Однако поздним вечером при прохождении холодного атмосферного фронта с юга местами ожидается дождь разной интенсивности, гроза. Атмосферное давление нестабильный, ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 19-24, днем 27-32. Температура морской воды плюс 28. Относительная влажность воздуха 60-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.